Одежда, предметы быта и нож, которому не менее 5000 лет. Редкие артефакты, обнаруженные в архитектурном комплексе Лялах в Ингушетии. Находки им позволяют уверенно судить. Люди в этом городе-крепости жили еще тогда, когда не был построен Стоунхендж. Сейчас башни восстанавливают. Когда реконструкция завершится, место станет еще одной точкой притяжения туристов. Репортаж Булата Шакиева. Архитектурный комплекс Лялах когда-то был настоящим городом-крепостью, которая обеспечила безопасность Чулхоевского ущелья горной части Ингушетии. А сегодня здесь понемногу начинают вести реставрационные работы, параллельно проводя археологические исследования, благодаря которым уже, например, ясно, что вот в этой башне когда-то жил кузнец. В ходе раскопок обнаружено много оружия, а в соседнем здании нашли уникальные образцы одежды, обувь из кожи и приспособления, заменявшие раньше карман. Гейслер Кристиан. Это одно из самых первых изображений ингушей в своих национальных костюмах. И вот здесь мы на поясе видим определенное кольцо. Были частые дискуссии, говорили, что это вполне возможно фантазия художника. Погрузиться в историю горной Ингушетии еще глубже смогли археологи в комплексе Тунги. Под полом жилой башни нашли предмет, которому может быть 5000 лет. Каменный нож, изготовленный из плотного песчаника. Вот, обоюдоострый, да, здесь заострено, здесь заострено. В общем, такой вот редкий, уникальный предмет, который вызвал у нас, конечно же, оживленную дискуссию, там, обсуждение, потому что доселе таких вещей здесь в Ингушетии не обнаружилось. Получается, люди здесь были уже тогда, когда только началось строительство Стоунхенджа. Многочисленные украшения, сабли, наконечники стрел и кольчуга из склепов более позднего периода рассказывают об образе жизни горцев. Ценно здесь представляют даже камни. В ингушском языке есть свое название для камней, из которых складывают оконные и дверные проемы. Мортал из общей массы выбирают самые крепкие и подходящие экземпляры и практически их не обрабатывают. Только так конструкция простоит века, даже когда основная стена разрушится. Древние технологии строительства башен в Ингушетии применяют и сегодня. С каждым годом восстанавливают все больше архитектурных комплексов. В прошедшем отреставрировали около 100 объектов. Беспрецедентный результат, который уже возымел эффект. Увеличился туристический поток. Туристы из регионов России, из зарубежья посещают наши горы. Ну и местные жители, представители тейпов. Летнее время здесь постоянно бывают люди. В каменных строениях снова теплится жизнь, а значит, они продолжат стоять в Ингушетии, в стране башен и легенд. Булат Шакиев, Евгений Радаев, Андрей Чистяков, Халид Танкиев. Вести из Ингушетии.